Огромный эвкалипт упал на 9-этажный дом, повредив окна нескольких квартир с 1 по 4 этажи. В здании также расположен диагностический центр, часть стеклянной витрины которого тоже пострадала. Кроме того, упавшее дерево повредило 2 легковых автомобиля, припаркованных у здания. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Слава богу, пострадавших нет, все живы-здоровы. В тот момент во время падения возле дерева никого не было. Да, стояли под деревом автомобили, которые немного пострадали, подлежат восстановлению. А насколько повреждено здание? Сейчас я не специалист в строительной области, не могу сказать, но выбито несколько стекол в нижних этажах здания. По словам Дмитрия Ахуба, данные деревья располагаются на дороге республиканского значения в зоне ответственности РУП «Абхазавтодор». Ранее, в начале года, были администрации города совместно с Абхазавтодором были проведены встречи, было заключено соглашение и подписан договор. Абхазавтодор подписал договор с зеленым хозяйством администрации города Сухум. Это было в начале марта. На прошлой неделе был проплачен аванс на выполнение данных работ. Должны были начаться работы на этой неделе, но погодные условия, к сожалению, всю неделю шли дожди. Погодные условия не позволили зеленому хозяйству начать эти работы. Дальше эти работы, как я и ранее говорил, естественно, будут проводиться по всей улице Эшба. С утра спасатели МЧС Абхазии и коммунальные службы города вели работы по распилу и вывозу упавшего дерева. Для подъема некоторых его частей пришлось использовать автокран. В течение дня все работы по расчистке должны были завершиться. Далее последуют работы по обрезке других деревьев. Сегодня ни ветра, ни дождя не было, никто не ожидал этого, пало деревья. А дальше будем обрезку делать. Сейчас экология тоже здесь присутствует. Они заключение нам дадут, какие резать, какие не резать. А так большинство все сухие обрезки будем делать. Сухие ветки снимать будем. И почти на месяц, на 2 работа есть. Упавшее дерево не закрыло проезжую часть, поэтому автодвижение по городу не приостановлено. Эсма Голанце, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.